Тяжелая перьевая ручка с сухим, почти хирургическим хрустом пропорола плотную гербовую бумагу нотариального бланка и оставила за собой жирный, бесповоротный синий след. Вспышки телефонных камер безжалостно резали уютный полумрак дорогого панорамного ресторана. Они выхватывали из темноты торжествующую, злую ухмылку моего 17-летнего сына и фальшивый глянцевый восторг его матери. 17 букв чужой фамилии, которые мальчик только что небрежно вывел на листе, навсегда вычеркнули его из моей жизни, превратив родную кровь в абсолютно чужого, юридически задокументированного незнакомца. Меня зовут Андрей Воронцов. Мне 45 лет. Я стою у огромного окна в своей московской квартире. Смотрю на залитое ноябрьским дождем Садовое кольцо, на эти бесконечные, пульсирующие артерии красных стоп-сигналов и не чувствую ровным счетом ничего. Ни гнева, ни обиды, ни желания мстить. Внутри меня сейчас глухая, звенящая пустота. Она похожа на ту гулкую тишину, которая остается в старом панельном доме, когда из квартиры навсегда вывозят последнюю мебель. Там, в ресторане, всего полчаса назад окончательно умерла моя отцовская надежда. Но здесь, в тишине комнаты, где пахнет мокрой шерстью моего пальто и остывшим на кухне крепким чаем, родилась холодная кристальная ясность. В России любят говорить, что от детей не отказываются, что кровь не водится. Но иногда эта вода становится настолько отравленной, что единственный способ выжить и сохранить себя — это перекрыть кран. Раз и навсегда. Все началось 5 лет назад. Наша семья рухнула не в один день, не со скандальным битьем тарелок и криками на лестничной клетке. Она сгнила изнутри, тихо и незаметно, как гниет несущая деревянная балка под красивыми пластиковыми панелями. Моя бывшая жена, Марина, всегда любила витрины. В юности это казалось милым, немного наивным стремлением к красоте, но с годами превратилось в маниакальную одержимость чужими жизнями. Она часами листала социальные сети, впитывая этот ядовитый концентрат отфильтрованного пластикового счастья. Ей было 42 года, когда она заявила, что уходит. Мы сидели на нашей старой кухне. За окном монотонно гудел трансформаторной будкой наш тихий зеленый двор. На плите шумел чайник. «Ты скучный, Андрей», — сказала она тогда, нервно крутя на пальце обручальное кольцо. «Ты просто никакой. Ты застрял в прошлом веке со своими принципами. Люди вокруг живут, летают на Мальдивы, открывают стартапы, дышат полной грудью. А ты? У тебя одни накладные, склады и пыль. Мне душно с тобой». Она ушла не в пустоту. Она ушла в этот самый успешный успех, к человеку, который олицетворял все то, чего, по ее мнению, не хватало в нашей жизни. Его звали Эдуард, или Эдик, как он сам предпочитал представляться. Эдику было 40 лет, и он был ходячей энциклопедией современного инфо-цыганства. Человек, который не создал за свою жизнь ничего осязаемого, но мастерски умел продавать воздух. Дорогие костюмы сидели на нем слишком безупречно, чтобы быть купленными на честно заработанные деньги. Идеально белые виниры слепили глаза цветом дешевого санфаянса, как метко шутил мой отец. Эдик сыпал словами вроде «майндсет», «нетворкинг», «крипто», «ресурсное состояние». Он арендовал помпезный таунхаус на Новой Риге, взял в лизинг белоснежный спортивный внедорожник и жил так, будто каждый его шаг снимает скрытая камера для глянцевого журнала. Марина расцвела. Она получила свои фейерверки, свои огромные бумажные пакеты из модных бутиков и бесконечные фотосессии с бокалами шампанского на фоне чужих загородных клубов. А я остался со своими складами. Чего Марина так и не поняла, так это того, что мой внешний вид, потертые, но удобные джинсы, свитер крупной вязки и надежная неброская машина был не признаком упадка, а осознанным выбором. В нашей стране, если ты хочешь спать спокойно, не нужно светить деньгами. Деньги любят абсолютную тишину. Эту суровую истину мне вколотил в голову мой отец, Николай Петрович Воронцов. В дикие 90-е он чудом выжил, построил региональную империю по торговле медикаментами
и передал ее мне. Я легализовал бизнес, отмыл его от грязи прошлого, вывел в белую зону и упаковал в закрытый паевой инвестиционный фонд. Я владел контрольным пакетом акций сети фармацевтических складов и аптек по всему Уралу и Сибири. Мои реальные активы исчислялись сотнями миллионов рублей. Но зачем об этом кричать на каждом углу? Чтобы стать мишенью? Чтобы ко мне каждый день приходили с проверками или просили в долг? Марине я всегда давал достаточно для очень комфортной, сытой жизни, но никогда не поощрял безумные траты на статус ради статуса. Она считала меня скрягой. Я позволял ей так считать. Это был мой своеобразный фильтр, который, увы, не сработал. Развод я пережил, стиснув зубы. Больше всего меня волновал Кирилл. Ему тогда было 12 лет. Трудный, угловатый подросток, отчаянно ищущий авторитеты. И поначалу мы сохраняли связь. Я забирал его на выходные. Мы ездили на рыбалку, сидели у костра на старой даче, пекли картошку в зале. Я пытался говорить с ним о важном, о мужской чести, о том, как важно уметь держать удар, о труде, о том, что настоящее золото никогда не блестит дешевым глянцем. Но вода точит камень, а яд медленно точит душу. Эдик быстро сообразил, что путь к полному контролю над Мариной лежит через мальчика. И он начал покупать Кирилла. Нагло, открыто, абсолютно беспринципно. Я отчетливо помню день, когда сын впервые пришел ко мне с чужими мыслями в голове. Мы сидели в тихой пиццерии на окраине Москвы. На улице хлестал мерзкий косой дождь, типичный для нашей затяжной осени. Кирилл ковырял вилкой остывшую пиццу и вдруг поднял на меня глаза, в которых не осталось ни капли детской теплоты. Только холодная, расчетливая оценка. «Папа, почему мы всегда едим в таких помойках?» — спросил он, брезгливо морща нос. «Эдуард говорит, что бедность — это болезнь мышления, что ты сам выбираешь быть неудачником». У меня тогда словно оборвался трос в груди. Я медленно положил салфетку на стол. «Это помойка, Кирилл. Спокойное семейное кафе, где готовят из настоящих продуктов, а не из замороженного мусора. А что касается бедности, Эдуард слишком много рассуждает о вещах, в которых ничего не смыслит». «Да ладно тебе!» — фыркнул сын, вальяжно откидываясь на спинку стула. «Он купил мне новый телефон последней модели. Просто так, потому что был вторник. А ты заставил меня все лето красить забор на даче у деда за жалкие копейки. Эдуард говорит, что ручной труд — это удел рабов. Нормальные люди зарабатывают исключительно головой». Я смотрел на него и с ужасом видел, как черты лица моей бывшей жены проступают в его мимике. Та же надменная складка губ, тоже снисходительное пустое выражение глаз. «Забор, который ты красил, защищает землю твоего прадеда». Тихо, но твердо ответил я. «А деньги, которые ты заработал своими собственными руками, пахнут честностью. Когда-нибудь ты обязательно это поймешь». Но он не понял. Ни в 12, ни в 14, ни в 16 лет. С каждым годом наши телефонные разговоры становились все короче и суше. Обычные переводы по номеру телефона улетали в черную дыру его растущих амбиций. Если я отказывался оплачивать очередную брендовую тряпку, которая стоила как 2 зарплаты учителя в провинции, начиналась истерика. В дело немедленно вмешивалась Марина. Она звонила мне, истерично кричала в трубку, что я ломаю ребенку психику, что в их элитной тусовке Кирилла просто засмеют. «Он должен соответствовать нашему уровню!» — визжала она, перекрывая гул эстакады за моим открытым окном. «Ты вообще не понимаешь, как живут приличные люди!» Я понимал. Я слишком хорошо это понимал. К 17 годам мой родной сын превратился в идеального рафинированного потребителя, в холёного высокомерного юношу с презрительным взглядом, который был свято уверен, что мир обязан стелить перед ним красную ковровую дорожку просто по факту его существования. Он перестал ездить к деду на дачу, потому что там пахло печным дымом и старыми досками. Он откровенно стеснялся меня. Ему было физически дискомфортно находиться рядом со мной, когда я приезжал за ним на своем запыленном внедорожнике к кованым воротам его модной частной гимназии, обучение в которой, к слову, полностью оплачивал я. И вот 3 месяца назад грянул гром.
Это был промозглый вечер начала марта. Отопительный сезон в столице подходил к концу. Батареи в квартире шпарили так невыносимо, что приходилось держать форточки открытыми. В комнату врывался сырой, колючий ветер и тяжелый шум летящих по проспекту машин. Мой телефон звякнул коротким уведомлением. Голосовое сообщение от Кирилла. Я нажал на воспроизведение. Голос сына звучал уверенно, с легкой модной хрипотцой, но с той самой ленивой, снисходительной интонацией, которую он полностью скопировал у своего отчима. «Слушай, отец, нам надо решить один формальный юридический момент. Мне скоро 18. Я собираюсь поступать в высшую школу экономики, на платное отделение, ты в курсе? Но тут такое дело. В общем, я хочу сменить фамилию. Взять фамилию Эдуарда. Вальдес. Кирилл Вальдес звучит солидно, для будущего бизнеса полезно. А Воронцов? Ну, это звучит как-то по-деревенски. Нафталином несет. Плюс Эдик реально мне как отец. Он меня всему научил. Мама полностью согласна. Тебе надо просто бумажки у нотариуса подписать, что ты не против. Дать согласие на эмансипацию. Давай без драм, окей? Будь мужиком». Сообщение оборвалось, оставив после себя оглушительную тишину. Я стоял посреди кухни, сжимая телефон в руке с такой силой, что побелели костяшки пальцев. За окном тревожно завыла сирена скорой помощи. Вальдес. Эдик, этот пронырливый рязанский пройдоха, когда-то поменял свою унылую фамилию на звучный псевдоним, чтобы пускать пыль в глаза доверчивым клиентам. И теперь мой сын, плоть от плоти моей, носитель фамилии, за которую его прадед проливал кровь под Ржевом, хочет стать Вальдесом. Потому что это, видите ли, звучит солидно. В тот вечер я ничего ему не ответил. Я заварил самый крепкий чай, сел за кухонный стол и просидел в полной темноте до самого рассвета. Я смотрел на тлеющий огонек сигареты, первый за последние 5 лет, и мучительно думал о том, где именно я свернул не туда. А морозным утром я взял телефон и набрал номер Игоря Матвеевича, старого семейного юриста. Человека, который знал подлинную цену каждому произнесенному слову и каждой поставленной запятой. Именно в его кабинете, пропахшем архивной пылью и крепким табаком, родился мой план. Не план мелкой мести. План жестокого, но необходимого освобождения. Кабинет Игоря Матвеевича находился в тихом переулке на Китай-городе, в старом доходном доме с толстыми кирпичными стенами и высокими потолками. Здесь пахло архивной пылью, дорогим трубочным табаком и той вековой тяжелой основательностью, которой так не хватает современному пластиковому миру. Игорю Матвеевичу было 62 года. Это был грузный седой человек с цепким взглядом выцветших голубых глаз. Он знал моего отца еще с тех времен, когда бизнес приходилось защищать не в арбитражных судах, а на заброшенных пустырях. Он помнил меня угловатым студентом. И он, как никто другой, знал подлинную архитектуру нашей семейной империи. Я сидел в глубоком кожаном кресле, слушая, как мерно и безжалостно тикают массивные напольные часы в углу кабинета. За окном крупными хлопьями падал мокрый мартовский снег, мгновенно превращаясь в грязную жижу на московском асфальте. Я пересказал ему голосовое сообщение сына, слово в слово, ничего не утаивая и не пытаясь сгладить углы. Игорь Матвеевич долго молчал. Он снял очки в тонкой золотой оправе, медленно протер их замшевой салфеткой, затем достал из нижнего ящика стола пузатую бутылку армянского коньяка и молча налил в 2 тяжелых хрустальных бокала на 2 пальца. «Эмансипация, значит?» Его голос звучал глухо, как из-под земли. «Признание полностью дееспособным до наступления 18 лет. Плюс смена фамилии. Отказ от рода. Что ж, юридически это просто. Согласие обоих родителей, заявление в ЗАГС и органы опеки. С твоей подписью это вопрос пары недель». Он сделал маленький глоток, поморщился и посмотрел мне прямо в глаза. «Но мы оба знаем, Андрей, ради чего ты ко мне пришел. Ты ведь вспомнил уставные документы нашего закрытого паевого фонда». Я кивнул. Горло пересохло. Я потянулся к бокалу. Обжигающая жидкость скользнула внутрь, но не принесла тепла. Пункт 7.4.
тихо произнес я. «Именно». Игорь Матвеевич откинулся на спинку кресла, и оно жалобно скрипнуло под его весом. «Твой отец, Николай Петрович, был мудрым и очень жестким человеком. Когда мы переводили активы в легальное поле и создавали траст, он настоял на этом пункте. Помнишь, как он сказал? Деньги развращают слабых, а наша фамилия — это не буквы в паспорте. Это ответственность. Если кто-то из наследников добровольно, находясь в здравом уме, отказывается от фамилии Воронцов, он автоматически признается чужим человеком. Игорь Матвеевич подался вперед, положив тяжелые руки на сукно стола. Этот пункт безвозвратный, Андрей. Он работает как гильотина. Как только нотариус заверяет бумаги об отказе от фамилии и вступает в силу решение об эмансипации, Кирилл вычеркивается из реестра бенефициаров. Навсегда. Никаких ежемесячных выплат, никакой оплаты высшей школы экономики, никакого наследства. Твои активы оцениваются почти в 500 000 000 рублей. Мальчик потеряет все в ту же секунду, как чернила высохнут на бумаге. Он уверен, что я просто неудачник со складами. Мой голос дрогнул, но я быстро взял себя в руки. Эдик убедил его, что я ничего не стою. Они думают, что оплата учебы — это мой потолок. Жалкие подачки, которые они снисходительно принимают. «Андрей», — старый юрист тяжело вздохнул, — «это твой сын. Кровь от крови. Да, он дурак. Да, ему промыли мозги этот инфо-цыган и твоя бывшая жена. Но если мы запустим этот процесс, обратного пути не будет. Суд не восстановит его в правах. Ты обрекаешь его на нищету. Ты готов стать палачом для собственного ребенка?» Я посмотрел на мокрый снег за окном. В памяти всплыло лицо Кирилла. Его надменный пустой взгляд в пиццерии. Его ленивый пренебрежительный тон в голосовом сообщении. «Будь мужиком. Давай без драм». Любовь отца — это не только поглаживание по голове. Иногда настоящая любовь требует хирургической жестокости. Если опухоль тщеславия и высокомерия сожрет его окончательно, от моего сына не останется вообще ничего. Только пустая оболочка, жадно сосущая чужие ресурсы. Я должен был выдернуть его из этой теплой, липкой иллюзии и бросить в ледяную воду реальности. Иначе он погибнет как человек. «Готовьте документы, Игорь Матвеевич», — жестко сказал я, поднимаясь с кресла. «Согласие на эмансипацию, согласие на смену фамилии и уведомление о выходе из траста. Сделайте его как стандартное приложение к соглашению, без громких заголовков. Они все равно не читают то, что подписывают. Они слишком заняты своей гениальностью». Следующие 2 недели тянулись мучительно медленно. Я собирал справки, ходил по серым коридорам опеки, слушал казенный тон чиновниц. Марина звонила мне дважды. Оба раза она язвительно благодарила меня за то, что я наконец-то повел себя адекватно и не стал вставлять палки в колеса будущему успешного человека. Я молчал в трубку, стискивая зубы так, что сводило скулы. Кульминация этого фарса была назначена на конец апреля. День рождения Кирилла. 17 лет. Они сняли для празднования один из самых пафосных панорамных ресторанов в Москва-Сити. 84-й этаж. Огни ночной столицы раскинулись внизу, как россыпь дешевых страз. Внутри пахло устрицами, тяжелым дорогим парфюмом и абсолютной тотальной фальшью. Я пришел ровно к назначенному времени. В своем обычном темно-синем пиджаке и водолазке с потертой кожаной папкой в руках. Мое появление вызвало легкую рябь брезгливости среди гостей. Там было около 40 человек. Родственники Марины в нелепых вечерних платьях, гламурные друзья Кирилла с последними моделями телефонов в руках, какие-то сомнительные бизнес-партнеры Эдика. Эдик суетился в центре зала. На нем был костюм «тройка» мышиного цвета и галстук, который стоил как половина моей машины. Он картинно обнимал Кирилла за плечи, демонстрируя всем свою отцовскую заботу. Марина, обколотая филлерами до состояния застывшей маски, сияла рядом с ними. Когда я подошел к их столу, музыка стала тише. Гости начали перешептываться. «О, Андрей!» Эдик растянул губы в своей фирменной фаянсовой улыбке, но руку не подал. «Рад, что ты нашел время в своем плотном графике кладовщика.
Принес бумаги?» Кирилл смотрел на меня сверху вниз. Он вытянулся, стал выше меня на полголовы. На нем была дизайнерская рубашка, расстегнутая на 3 пуговицы. «Пап, давай по-быстрому!» — бросил сын, нервно постукивая пальцами по столу. «У нас тут программа, сейчас диджей выступать будет. Не хочу портить вайб». Я молча положил папку на край стола. Открыл ее. Внутри лежали 3 аккуратно скрепленных пакета документов. Кирилл взял нож для стейка, покрутил его в руках и вдруг звонко ударил по хрустальному бокалу с минеральной водой. Звон разнесся по залу. Гости затихли. Телефоны мгновенно взмыли в воздух. Все хотели снять этот исторический момент для своих социальных сетей. «Минуточку внимания!» Громко, с театральным надрывом произнес мой сын. «Сегодня мне 17, и сегодня я делаю самый важный шаг в своей жизни. Я закрываю дверь в токсичное прошлое. Я выхожу из зоны комфорта, чтобы двигаться дальше с людьми, которые реально верят в меня». Он обернулся к Эдику. «Эдуард, ты показал мне, что такое масштаб. Ты научил меня мыслить миллионами, а не копейками. Говорят, что настоящий отец не тот, кто родил, а тот, кто воспитал. Сегодня я официально беру твою фамилию. Я становлюсь Вальдесом. И я хочу поблагодарить Андрея». Он с легкой усмешкой кивнул в мою сторону. «За то, что он принес мне этот подарок. Подарок свободы». Зал взорвался жидкими аплодисментами. Марина промокнула сухие глаза салфеткой. Эдик гордо выпятил грудь. Я стоял неподвижно. Мое сердце билось ровно, холодно, как маятник в кабинете старого юриста. «Здесь 3 документа, Кирилл». Мой голос прозвучал на удивление громко в наступившей тишине. Согласие на эмансипацию, согласие на смену фамилии в ЗАГСе и стандартное юридическое уведомление об отказе от материальных претензий к прошлому роду. Подписывай на каждом синем стикере». Эдик хохотнул, заглядывая сыну через плечо. «Отказ от претензий на твои ржавые стеллажи? Не переживай, Андрюха. Мы на твой металлолом не претендуем. Давай ручку, Кирюха. Подписывай, не глядя». И Кирилл взял ручку. Тяжелую, перьевую ручку, которую я специально принес с собой. Он не прочитал ни единой строчки. Он не обратил внимания на мелкий шрифт на 3-м листе, где черным по белому было прописано «добровольное отчуждение от прав бенефициара фонда согласно пункту 7.4». Он был слишком опьянен вниманием толпы, вспышками камер и своей мнимой взрослостью. Тяжелая перьевая ручка с сухим, почти хирургическим хрустом пропорола плотную гербовую бумагу и оставила за собой жирный, бесповоротный синий след. 1, 2, 3. Он швырнул ручку на стол с надменной ухмылкой. «Все, свободен», — бросил он мне. Я аккуратно собрал свои экземпляры документов, сложил их в папку, застегнул молнию. Звук закрывающегося замка показался мне самым громким звуком в мире. «Поздравляю тебя, Кирилл Вальдес», — сказал я, глядя прямо в его пустые, торжествующие глаза. «Ты сделал свой выбор. Теперь это твоя жизнь». Я развернулся и пошел к выходу. Я шел сквозь толпу разряженных людей, сквозь их насмешливые шепотки, сквозь духоту чужого праздника. Спиной я чувствовал, как Эдик разливает шампанское, а диджей врубает оглушительный бит. Спустившись на 1-й этаж, я вышел на улицу. Московская ночь встретила меня ледяным порывом ветра и мелким, секущим дождем. Я глубоко вдохнул сырой воздух, пахнущий выхлопными газами и мокрым гранитом. Мой сын только что собственными руками сжег мост, ведущий к империи, которую строили 2 поколения его предков. Он променял реальную власть и богатство на дешевый статус в социальной сети. Я сел в машину, достал телефон и отправил Игорю Матвеевичу короткое сообщение. «Подписано. Запускайте процедуру». Механизм судьбы, холодный и безжалостный, пришел в движение. Они хотели свободы. Что ж, скоро они узнают, сколько на самом деле стоит эта свобода, когда за нее больше некому платить. Понедельник начался с привычного густого запаха дизельного топлива и мокрого бетона. Я приехал на свой главный распределительный склад в промзоне за МКАДом в 6 утра. Здесь не было панорамных окон
и хрустальных люстр. Здесь царила строгая, почти военная геометрия стеллажей, уходящих под самую крышу ангара. Мерно гудели погрузчики, перетаскивая палеты с антибиотиками и физраствором. Рабочие в синих куртках перекрикивались сиплыми со сна голосами. Это была реальная жизнь. Та самая жизнь, которую мой сын в пятницу вечером брезгливо назвал «токсичным прошлым». Я стоял на металлической галерее второго этажа, пил обжигающий горький кофе из тонкого пластикового стаканчика и смотрел вниз. В кармане моей куртки лежал телефон. Я знал, что сегодня он зазвонит. Я физически чувствовал, как сжимается пружина времени. Игорь Матвеевич не зря ел свой хлеб. Еще в субботу утром, пока Кирилл и его новая семья отсыпались после грандиозной вечеринки, старый нотариус запустил маховик. Документы ушли в работу. А пункт 7.4 устава нашего закрытого фонда сработал автоматически, как только юридический факт отказа от фамилии был зафиксирован. Банковские алгоритмы бездушны. Им плевать на твои амбиции, на твой майндсет и количество подписчиков в социальных сетях. Если твой ИННШ больше не значится в реестре доверительных управляющих и бенефициаров, система просто перекрывает кислород. Без предупреждений, без извинений. Первый звонок раздался в 11 часов 20 минут. На экране высветилось имя бывшей жены. Я сделал глоток остывшего кофе, глядя на мигающий экран. Я не стал брать трубку. Телефон замолчал, но через 10 секунд забился в истерике снова. Потом пришло сообщение в мессенджер. Потом еще одно. Потом посыпались голосовые. Я допил кофе, аккуратно выбросил стаканчик в урну, спустился по железной лестнице в свой кабинет, плотно закрыл дверь, отсекая шум склада, и только тогда нажал на кнопку приема вызова. «Андрей!» Голос Марины сорвался на ультразвук. В нем не было и следа пятничной глянцевой спеси. Это был крик загнанной в угол птицы. «Что происходит? Что ты натворил?» «Здравствуй, Марина», — спокойно ответил я, садясь за свой массивный дубовый стол. «Уточни вопрос». «Не притворяйся идиотом», — завизжала она так громко, что мне пришлось немного отодвинуть динамик от уха. «Кирилл сидит в барбершопе на Патриарших. Ему нужно оплатить стрижку и уход, а терминал выдает ошибку. У него заблокированы все карты. Твой грёбаный премиальный банк заблокировал ему доступ в приложение. Там написано «Счет аннулирован». Разблокируй немедленно, ребенок позорится перед людьми. Я посмотрел на серую пелену дождя за окном моего кабинета. Я не могу ничего разблокировать, Марина. Эти карты были привязаны к корпоративному семейному счету фонда Воронцовых. Согласно уставу, доступ к средствам имеют только члены семьи и прямые наследники. Кирилл Вальдес к таковым больше не относится. Он сам подписал документы. Вы сами этого хотели. В трубке повисла тяжелая вязкая тишина. Я слышал лишь ее прерывистое свистящее дыхание. До нее начало доходить. Медленно, со скрипом, сквозь слои ботокса и иллюзий, до нее стала доходить чудовищная необратимость произошедшего. «Ты блефуешь», — прошипела она, но в ее голосе уже дрожал липкий страх. «Ты просто мстишь, как жалкий неудачник. Это незаконно. Мы подадим в суд. Мы оставим тебя без штанов. Эдуард наймет лучших адвокатов столицы». «Нанимайте», — ровным тоном сказал я. «Но прежде чем звонить адвокатам, проверьте электронную почту». Высшая школа экономики должна была прислать уведомление. Фонд отозвал гарантийное письмо об оплате следующих семестров. Договор расторгнут в одностороннем порядке в связи с утратой статуса бенефициара. До среды вам нужно внести 850 тысяч рублей за текущий год, иначе Кирилла отчислят. Передай Эдуарду, что теперь это его обязанность. Он ведь обещал научить мальчика мыслить миллионами. Самое время начать. Я сбросил вызов и положил телефон на стол. Руки немного дрожали. Я не испытывал радости. Не было никакого злорадства или торжества победителя. Было только бесконечное выматывающее чувство потери. Я своими руками ампутировал зараженную часть собственной души. То, что произошло дальше, я узнал не сразу, а собирал по крупицам из рассказов общих знакомых
и сухих отчетов службы безопасности моего фонда. Марина, бросив трубку, начала судорожно звонить своему гениальному сожителю. Но телефон Эдика был вне зоны действия сети, а когда он все-таки появился дома ближе к вечеру, карточный домик его успешного успеха уже лежал в руинах. Реальность, о которой я догадывался, обрушилась на них бетонной плитой. Эдуард не был бизнесменом. Он был профессиональным должником. Его белоснежный внедорожник был оформлен в лизинг на подставную контору, которая перестала платить взносы еще 3 месяца назад. Именно в этот понедельник, по иронии судьбы, служба безопасности лизинговой компании приехала к таунхаусу на Новой Риге и забрала машину прямо со двора. Счета самого Эдика были арестованы судебными приставами. Долги по микрозаймам, кредитным картам и налогам превышали 12 миллионов рублей. Он жил исключительно за счет постоянного перекредитования и тех денег, которые Марина, тайком от меня, переводила ему из тех щедрых алиментов, что я выделял на сына. Как только мой кран закрылся, финансовая пирамида Эдуарда мгновенно рухнула. Во вторник утром Кирилл не пошел в университет. Ему не на что было даже заправить такси бизнес-класса, к которому он так привык. А ездить на метро будущий миллионер Вальдес брезговал. В среду Марина совершила самую большую ошибку в своей жизни. В панике, не понимая, что делать с уведомлением об отчислении и орущим благим матом Эдиком, которому начали поступать звонки от серьезных людей с Кавказа по поводу его старых долгов, она решила поехать к моему отцу, к деду Кирилла. Николай Петрович жил на старой академической даче по Рублёво-Успенскому направлению. Там не было 3-метровых заборов из красного кирпича и золотых вензелей на воротах. Там стоял крепкий, потемневший от времени бревенчатый дом в окружении вековых корабельных сосен. Там пахло смолой, влажным мхом и той подлинной силой, которая не нуждается в рекламе. Я приехал туда к вечеру. Я знал, что она появится. Ее премиальный кроссовер, купленный еще в браке со мной, нелепо смотрелся на фоне деревянной калитки. Марина стояла во дворе, кутаясь в тонкое кашемировое пальто. Моросил мелкий холодный дождь. Мой отец колол дрова. Ему шел 72-й год, но он махал тяжелым колуном так же легко и ритмично, как 30 лет назад. На нем была старая штормовка. Седые волосы прилипли к лбу. Рядом на крыльце сидел Агат. Огромный черный водолаз, который лишь лениво поднял бровь при виде непрошенной гостьи. «Николай Петрович, вы должны повлиять на Андрея!» Истерично кричала Марина, переминаясь с ноги на ногу в своих замшевых сапогах на тонкой подошве, которые уже насквозь промокли в весенней грязи. «Он сошел с ума! Он лишил родного сына всего! Мальчика отчисляют! У нас забирают жилье, Эдуарда подставили партнеры, нам не на что жить! Вы же дедушка! Вы же основали этот бизнес ради семьи!» Отец не прервал своего занятия. Колун со свистом опустился вниз, расколов толстое березовое полено надвое с таким звуком, будто выстрелила винтовка. Марина вздрогнула и отшатнулась. Отец неспешно воткнул топор в колоду, снял брезентовые рукавицы, похлопал Агата по массивной голове и только потом повернулся к моей бывшей жене. Его лицо было спокойным, как высеченное из гранита. Ни гнева, ни сочувствия. «Семьи, говоришь?» Голос отца был тихим, немного хриплым, но в тишине соснового леса он звучал как приговор. «Моя семья, Марина, носит фамилию Воронцовы. Мой внук Кирилл умер для меня в ту секунду, когда публично отказался от своего рода ради дешевого клоуна в блестящем пиджаке». «Это просто бумаги!» — всхлипнула она, размазывая по лицу потекшую дорогую тушь. «Он ребенок, он ошибся. Андрей спровоцировал его». 17 лет — это не ребенок, жестко отрезал старик. В 17 лет мой дед в атаку шел, а твой сын продал свое первородство, даже не за похлебку, за пустой вонючий фантик, за право тусоваться с такими же пустышками, как он сам. Отец сделал шаг к ней. Марина инстинктивно вжалась в мокрые доски забора. «Вы строили фасад, Марина. Вы очень любите красивые фасады. А мой сын всю жизнь заливал фундамент. Кирилл плюнул в этот фундамент. Он сказал, что мы — токсичное прошлое. Что ж,
Пусть теперь строит свое будущее с тем варьем, которого он назвал своим духовным отцом. «Вы чудовище!» — прошептала она, трясясь то ли от холода, то ли от бессильной ярости. «Вы оба бессердечные ублюдки. Вы бросили его подыхать». «Мы бросили его жить», — поправил отец, отворачиваясь и снова беря рукавицы. «Впервые в его инфантильной жизни. Уезжай, Марина, и больше никогда не появляйся на этой земле. Здесь чужим не рады». Она бросилась к своей машине, скользя по мокрой траве. Завела двигатель, с пробуксовкой развернулась, едва не снеся старый почтовый ящик, и умчалась в сторону шоссе. Я вышел из тени старой веранды. Отец посмотрел на меня. В его глубоких, окруженных сетью морщин глазах я увидел ту же самую выматывающую боль, что жила сейчас во мне. Он подошел, тяжело положил руку мне на плечо и крепко по-мужски сжал. «Ты все сделал правильно, сынок», — тихо сказал он. «Рубить гнилое всегда больно, особенно если это твое собственное мясо. Но иначе гангрена сожрет все. Пойдем в дом». Чайник давно вскипел. Мы сидели на кухне при свете старой лампы с зеленым абажуром, пили крепкий чай с чабрецом и молчали. В этой тишине было больше понимания, чем в 1000 слов. Я знал, что самое тяжелое еще впереди. Я знал, что Кирилл придет ко мне. Когда закончится паника, когда спадет шок, когда отчим окончательно сбежит, поджав хвост, мой сын придет к тому самому порогу, который он так брезгливо перешагнул. И я должен был быть готов к этому разговору. Разговору, который определит, осталось ли в этом мальчике хоть капля человеческого, или я навсегда потерял его в пластиковом мире фальшивых ценностей. Прошло ровно 1,5 недели с того памятного понедельника. Москва застряла в мерзком, слякотном межсезонье. Небо цвета грязного алюминия нависало над моим спальным районом, где среди типовых панельных многоэтажек пряталась моя квартира. В тот вечер я специально уехал с работы пораньше. Я знал, что он придет. Не мог не прийти. События развивались ровно по тому самому сценарию, который хладнокровно просчитал Игорь Матвеевич. Эдуард, гениальный предприниматель, растворился в пространстве. В прошлую пятницу к их таунхаусу подъехали 2 черных внедорожника без номеров. Из них вышли очень серьезные и молчаливые люди. Эдик выбежал через заднюю калитку, бросив Марину и Кирилла разбираться с коллекторами, которых он кормил завтраками последние 3 года. В тот же вечер хозяин дома разорвал договор аренды и выставил их вещи на улицу под проливной дождь. Марина с сыном, опозоренные без копейки денег и с заблокированными счетами, были вынуждены переехать к ее пожилой матери в тесную 2-комнатную хрущевку в Отрадном. Иллюзия роскошной жизни лопнула с оглушительным треском, обдав их с ног до головы смрадной грязью реальности. Звонок в дверь прозвучал резко, истерично, словно кто-то ударил по кнопке кулаком. Я медленно встал с дивана. В квартире было тихо, только холодильник монотонно гудел на кухне. Я подошел к двери, не глядя в глазок, повернул тяжелый замок и открыл. На пороге стоял мой сын. Это был уже не тот холеный, надменный юноша из панорамного ресторана. Передо мной стоял растерянный, продрогший до костей подросток в грязных кроссовках, которые когда-то стоили бешеных денег, а теперь жалко чавкали московской жижей. Его модная дорогая куртка была испачкана чем-то белым, под глазами залегли глубокие фиолетовые тени. Он сутулился, пряча руки в карманы. От него пахло сыростью подъезда, страхом и дешевым табаком. «Пап», — его голос дрогнул, надломился на высокой ноте. Это было слово, которое я не слышал от него искренне уже несколько лет. «Здравствуй, Кирилл, проходи». Я отступил в коридор, пропуская его внутрь. Он неловко стянул кроссовки, повесил куртку на крючок и огляделся. В этой квартире он не был 2 года. Ему всегда казалось здесь тесно и неуютно. Сейчас он смотрел на простые обои и старую добротную мебель затравленным взглядом побитой собаки. Мы прошли на кухню. Я молча поставил чайник на плиту, достал 2 чашки. «Садись», — я указал на табуретку у окна. Он сел, ссутулившись еще сильнее, и положил руки на стол.
Я видел, как дрожат его пальцы с обкусанными ногтями. «Пап, ты должен это остановить. Пожалуйста». Он поднял на меня глаза. В них стояли слезы. Настоящие неподдельные слезы паники. Не те театральные эмоции, которым его учила мать для социальных сетей. «Что именно остановить?» — спокойно спросил я, насыпая заварку в заварочный чайник. Движения мои были механическими, хотя внутри все скручивалось в тугой болезненный узел. «Все! Эту жесть!» Он сорвался на крик, размазывая слезы по грязным щекам кулаком. «Нас выгнали на улицу! Приехали какие-то бандиты, они угрожали маме! Эдик, этот урод, он просто сбежал! Он забрал мамины последние украшения и исчез! Меня отчислили из универа! Деканат даже не стал со мной разговаривать, они сказали, что у меня долг за семестр! Я не могу купить себе даже еды, мои карты заблокированы! Зачем ты это делаешь? Зачем ты нас уничтожаешь?» Я налил кипяток в заварник, пододвинул чашку к нему, сел напротив. «Я ничего с вами не делаю, Кирилл. Я вообще ничего не делал. Вы сами построили этот карточный домик, и вы сами вытащили из него нижнюю карту. Это из-за фамилии?» Он сжал кулаки, злобно сверкнув глазами сквозь слезы. «Из-за этой чертовой бумажки. Да подавись ты ею. Я пойду в ЗАГС завтра же. Я напишу заявление, я верну фамилию. Верни мне доступ к счету. Я хочу нормально жить». Я смотрел на него, на его трясущиеся губы, на эту гремучую смесь отчаяния и эгоизма. Он так ничего и не понял. Он думал, что можно просто нажать кнопку «Отмена» и вернуться в зону комфорта. Дело не в буквах в паспорте, Кирилл. Мой голос был тихим, ровным, без единой нотки эмоций. Это было страшнее любого крика. Дело в том, что ты совершил выбор. Взрослый, осознанный выбор 17-летнего мужчины. Ты пришел ко мне, к своему отцу, и прилюдно швырнул мне в лицо все, что я для тебя делал. Ты сказал, что я — токсичное прошлое, что я неудачник, что твой настоящий духовный отец — это мелкий мошенник, который покупал тебя за цацки и фальшивые слова об успехе. «Он обманул меня!» — вскрикнул сын, закрывая лицо руками. «Он промыл мне мозги! Пап, ну ты же умный! Ты же знал, что он аферист! Почему ты мне не сказал? Почему ты позволил мне подписать эти бумаги?» «Я говорил тебе много раз», — жестко оборвал я его истерику. «Я пытался достучаться до тебя, но ты затыкал уши брендовыми наушниками, купленными на мои деньги, и смеялся надо мной вместе со своим кумиром. Ты был слишком умен для моих нравоучений. Ты хотел свободы от моих старпёрских правил. Что ж, Кирилл, добро пожаловать во взрослую жизнь». Он резко поднял голову. В его глазах мелькнуло искреннее непонимание. «Ты что, ты реально бросишь меня? Родного сына? На улице? Без копейки?» «Я тебя не бросаю. Я тебя отпускаю». Я сделал глоток горячего чая. Горло обдало терпким теплом. «Твой дед создал империю с нуля, потом и кровью. Я сохранил ее и приумножил, работая без выходных. Эта империя не для тех, кто ищет легкой жизни и красивых картинок. Она для тех, кто умеет брать ответственность. Ты добровольно отказался от этой ответственности. Пункт устава фонда, под которым ты поставил свою подпись в ресторане, безвозвратен. Ни я, ни суд, ни Господь Бог не смогут вернуть тебя в списке наследников. Твои подписи заверены. Эмансипация вступила в силу. Юридически ты мне больше никто. Чужой человек, господин Вальдес». Эти слова упали на кухонный стол, тяжелые и холодные, как свинцовые пули. Кирилл побледнел. Вся краска разом сошла с его лица. Он вдруг понял, что это не педагогическая игра, что я не достану сейчас из кармана новую золотую карту и не скажу: «Ну ладно, сынок, ты получил свой урок». Он понял, что мост действительно сгорел дотла, и пепел давно развеяло ветром. «Ты чудовище», — прошептал он пересохшими губами, повторяя слова матери. «Ты специально принес те бумаги на мой день рождения. Ты знал, что я не буду их читать. Ты все спланировал, чтобы лишить меня наследства.
Я ничего не планировал, Кирилл. Я просто выполнил твою просьбу. Ты просил эмансипацию и фамилию Вальдес. Я дал тебе то, что ты хотел. Абсолютно законно. Ты получил свою свободу. Наслаждайся ею. Я встал из-за стола. Разговор был окончен. Вся тяжесть мира вдруг навалилась на мои плечи. Мне хотелось обнять его, прижать к себе этого испуганного, глупого мальчишку, сказать, что я все исправлю. Это был животный, первобытный инстинкт отца. Но я наступил на этот инстинкт кованым сапогом, потому что жалость сейчас окончательно добила бы его. Сделала бы из него вечного паразита. «Иди домой, Кирилл», — сказал я, открывая перед ним дверь на лестничную клетку. «К бабушке. Помоги матери. Устройся на работу. Курьером, грузчиком, баристой, кем угодно. Заработай свои первые настоящие деньги. Почувствуй, сколько стоит буханка хлеба и проезд в метро. Это лучшее образование, которое ты теперь можешь получить». Он медленно вышел за порог, остановился на площадке, повернулся ко мне. В его глазах больше не было ни злости, ни истерики, только абсолютная глухая пустота человека, мир которого рухнул в одну секунду. «Я тебя ненавижу», — тихо, почти беззвучно произнес он. «Я знаю», — ответил я и мягко закрыл дверь. Я прислонился спиной к холодному металлу двери и сполз по ней на пол. Закрыл глаза руками. Я сидел так долго, слушая, как гудит лифт и как в трубах шумит вода. Я плакал первый раз за 20 лет, беззвучно, содрогаясь всем телом. Я оплакивал своего сына, которого больше не было, и того мужчину, которым ему еще только предстояло стать. Если он вообще сможет им стать. Прошло почти 2 года. Я сижу в своем кабинете на складе, за тем же массивным дубовым столом. За окном светит холодное февральское солнце. Я знаю о Кирилле только из редких сухих отчетов, которые мне приносит начальник службы безопасности. Он не спился, не пошел по кривой дорожке. Жизнь, лишенная тепличных условий, оказалась жестоким, но эффективным учителем. Он работает младшим кладовщиком на складе крупного маркетплейса в Подмосковье. Снимает комнату в коммуналке на 2 с каким-то парнем. Ездит на электричках. Марина постарела лет на 10. Работает администратором в дешевом салоне красоты на окраине и больше не выкладывает фото с бокалами шампанского. Эдика так и не нашли. Говорят, он прячется где-то в Азии от своих кредиторов. Я не звоню сыну. Он не звонит мне. Иногда я проезжаю мимо того склада, где он работает, останавливаюсь вдалеке и смотрю, как он в фирменной куртке толкает тяжелую тележку с коробками. Он похудел, возмужал. В его движениях появилась тяжелая, уверенная злость. И каждый раз, глядя на него, я чувствую страшную ноющую боль и крошечную, едва заметную искру надежды. Возможно, когда-нибудь он выкует из этой злости настоящий стержень. Но это будет уже его история. Дверь моего кабинета тихо скрипнула. На пороге появилась Алиса. Моя племянница, дочь покойного брата. Ей 14. На ней потертые джинсы и объемная толстовка. В руках планшет с графиками логистических цепочек. «Дядя Андрей!» Ее серьезные серые глаза смотрят на меня внимательно и умно. Я проанализировала загрузку фур по северному направлению. Там есть простой в 3 часа из-за пересменки водителей. Мы теряем деньги. Я набросала новую схему маршрутизации. Посмотришь? Я улыбнулся. Искренне. Впервые за долгое время. Проходи, Алиса. Показывай. Я смотрю, как она уверенно кладет планшет на стол, как ее тонкие пальцы порхают по экрану. Она ничего не требует. Она задает вопросы, вникает в суть. Не боится черновой работы и сложных цифр. Она не мечтает о красивой обертке. Ее интересует, как работает механизм внутри. Отец был прав. Фамилия — это не буквы в паспорте. Наследие — это не деньги на счету. Это умение держать удар, строить фундамент и нести ответственность за тех, кто идет за тобой. Моя империя не умрет. Она просто перейдет в другие, более надежные руки. Руки, которые знают настоящую цену труду.